Андерс, слышал ли ты самую упоротую песню о татарах? Ни разу в жизни. Хочешь послушать, пока ты настраиваешься? Давай. На глазах у детей съели коня злые татары в шапках киргизских, средь сучьев заросших сиротливо стучит по стволам деревянным птица тупая. Дети хоронят коня, дети хоронят коня. Молодец. Так, все вместе. Дети хоронят коня, дети хоронят коня. Подходит к нашей сегодняшней теме. Всем мира, друзья! Сегодня необычный выпуск. Мы много говорим о том, какая сильная армия была у татар в период их могущества. Но что она из себя представляла в действительности? Сегодня мы начнем этот разговор на примере Крымского ханства. Алга. Как известно, войско Монгольской империи представляло из себя жесткую десятичную систему. Здесь правила суровая дисциплина, вертикальная военная иерархия, делением армии на отряды строго определенной численности. Однако эта система постепенно разрушилась и заменялась родоплеменной системой организации вооруженных сил. Характерными элементами последней было превращение родовых племенных ополчений в главный, а в некоторых случаях единственный элемент армейской структуры, что на фоне сокращения численности гвардейских подразделений приводило к резкому росту военно-политического влияния родоплеменной знати, снижению уровня военной дисциплины и общей боеспособности армии кочевников в целом. Данный процесс был характерен для всех государственных образований тюркских намадов Дашты Кыпчака, сформировавшихся на территории бывшего улуса Джучи, однако проходил он с разной степенью интенсивности. В силу различных причин политического и социально-экономического характера он затронул Крымское ханство в значительно меньшей степени, чем многих из его ближних и дальних кочевых соседей. Военно-организационная структура армии Крымского ханства конца 15-17 веков имела симбиотический характер и сочетала в себе элементы десятичной, родоплеменной и османской модели организации вооруженных сил. В отличие от армий других тюркских кочевников, ханы из династии Гиреев сумели сохранить в своих войсках достаточно многочисленный и хорошо вооруженный гвардейский корпус, реформированный с учетом османского военного опыта. Благодаря целенаправленной политике правителей Крыма, общая численность войск ханства на протяжении первых 2 столетий его существования возросла с 15 тысяч человек в начале XVI века до 40-60 тысяч человек в первой половине XVII века. Вооруженные силы Крымского ханства рассматриваемого исторического периода состояли из ханской гвардии, дружин, беев, ополчения кочевых тюркских племен и отрядов вассалов. Самую многочисленную категорию крымско-татарских войск составляли ополчения племен тюркских намадов, населявших территорию Крымского ханства. Именно они определяли облик вооруженных сил данного государственного образования. Каждый мужчина в возрасте от 15 до 70 лет считался военнообязанным и в случае необходимости мог быть призван в действующую армию. Такие важные для десятичной системы армейские единицы, как Тумен 10 тысяч воинов и Минган 1 тысяча воинов, уже практически совершенно исчезли из военной практики. Судя по косвенным данным, базовыми подразделениями крымско-татарских армий были десятки, полусотни и сотни, которыми командовали онбаши-десятники и юзбаши-сотники. Значительный интерес представляет эволюция комплекса вооружения тюркских кочевников западного Дашты Кыпчака периода позднего Средневековья и раннего Нового времени. Австрийский посол в Москве 1517 и 1526 годах Сигизмунд Герберштейн писал: «Их оружие, луки и стрелы, сабли у них редка. Если дело доходит до ближнего или рукопашного боя, они быстро бывают разбиты, так как не имеют ни щитов, ни копий, ни клинков, ни шлемов, чтобы противостоять врагу в правильной битве».
Польский посланник Броневский писал: «Татары употребляют на войне оружие, известное с древнейших времен, а именно копье, кривую и длинную татарскую саблю, турецкий кинжал или персидский кинжал, короткий и широкий из отличного железа, или дорогой турецкой работы, длинные быстрые стрелы, колчан, а иногда короткое копье. Они надевают также панцири, шлемы и вообще вооружение персидское или московское, доставшееся им в добычу. Очень многие в татарском войске вовсе не имеют оружия и не употребляются для боевой службы». Английский посланник в Москве Джилл Слейчер писал: «Они, крымские татары, все выезжают на конях и не имеют при себе ничего, кроме лука, колчана со стрелами и кривой сабли на манер турецкой. Они отличные наездники и также хорошо стреляют назад, как и вперед. Некоторые, кроме другого оружия, берут с собой пики, похожие на рогатины, с которыми ходят на медведей. Простой воин не носит других доспехов, кроме своей обычной одежды, то есть черной бараньей шкуры, надеваемой днем шерстью вверх, а ночью шерстью вниз, и также шапки. Но мурзы или дворяне подражают туркам и в одежде, и в вооружении. Главное занятие их состоит в стрельбе, которой они приучают детей с малолетства, не давая им есть до тех пор, пока те не попадут в цель, намеченную на каком-нибудь обрубке». Практически все авторы сходятся в том, что главным оружием крымско-татарских воинов 16-го, первой половины 17 веков были луки и стрелы, в то время как ударные копья и пики, а также защитное вооружение имели незначительное распространение. Во второй половине 16-го, первой половине 17 веков оснащенность крымско-татарских войск саблями несколько улучшилась. Во всяком случае, в этот период авторами перестала подчеркиваться нехватка у татар данного вида оружия. Со второй половины 16 века в сочинениях европейских и азиатских авторов саадак и сабля, сабли и колчан, стрелы и сабля, меч и колчан и так далее становятся предметом стандартного набора вооружения состоятельных крымских воинов. Однако говорить о поголовном обеспечении татар, и тем более нагаев, саблями, конечно же, не приходится. В некоторых отрядах ордынцев дефицит вооружения, в том числе длинноклинкового оружия и саадаков, продолжают ощущаться даже в середине 17 века. Данные письменных источников хорошо коррелируются с изобразительными материалами. Из более чем 200 изображений татарских и ногайских воинов, выполненных европейскими и азиатскими художниками 16-17 веков, копьями снабжены менее 9%, панцирями менее 14%, а саблями менее 50 степняков. В качестве оружия татары в подавляющем большинстве случаев показаны луки и стрелы. Этот факт выглядит тем более впечатляющим, если учитывать, что на многих картинах и миниатюрах приведены изображения не рядовых ополченцев, а татарских аристократов и их дружинников. Таким образом, базовыми факторами татарской военной практики второй половины 15-17 веков окончательно стали мобильность и массированный лучный бой. Соответственно, резко снизилось значение длиннодревкового оружия и конного копейного боя. Символом крымской армии в XVI веке окончательно становится легкий конный лучник. В рукопашную схватку такие бездоспешные всадники вступали крайне неохотно и лишь при значительном численном превосходстве. При этом главным оружием ближнего боя были не ударные копья или пики, а сабли, а также дубины, палицы, кистени и так далее. И без того малочисленное длиннодревковое оружие было представлено в основном рогатинами и дротиками. К началу 17 века роль копейной атаки в военном искусстве крымских татар была предельно минимизирована. Таким образом, подчеркнутая легкость оружейного комплекса ветроподобных татар, термин Авлия Челеби, была обусловлена не только существующей системой снабжения и развитостью оружейных производств, составом войск, но и особенностями военного дела противников Крымского ханства. Чем более грозной, бронированной и огнесносной становилась кавалерия восточноевропейских народов, тем более легкое и подвижное вооружение использовали татары. С крепостью доспеха европейской кавалерии ордынцы предпочитали бороться длинной стрелой, стремительным маневром, скоростью и легкостью боевых коней. Чтобы обеспечить армии максимально возможную мобильность, каждый татарский воин должен был брать с собой в поход от 2 до 5 лошадей. Крымско-татарские полководцы быстро осознали уроки пороховой революции.
Соревноваться с оседло-земледельческими народами в части огнестрельного оружия и защитного вооружения было бесполезно. Чтобы сохранить конкурентоспособность, надо было встроиться в новую военно-политическую реальность, приспособиться к новому балансу сил в регионе и научиться играть не по правилам. Эту игру не по правилам крымско-татарские полководцы вели блестяще. Обновленную ордынскую конницу было легко отбить, сложно разбить и невозможно уничтожить. Слабости крымско-татарской армии были оборотной стороной ее достоинств. Акцент на маневр и лучный удар предполагал высокую мобильность войск, способных в случае необходимости быстро и организованно покинуть поле сражения, а затем также стремительно вернуться и неожиданно атаковать фланги и тыл противника. Но как ни старались степные полководцы избежать позиционных боев, обстоятельства битвы могли потребовать от татарской армии сражаться от обороны. А вот с этим у татарских войск были серьезные проблемы. Многочисленность панцирников и копейщиков делала крымцев уязвимыми в ближнем бою и снижала устойчивость татарских войск на поле сражений в целом. Выход из ситуации военачальники ханства видели в применении инновационных видов вооружения и новых тактических приемов. В результате основной тенденцией в развитии военного дела крымских татар 16-17 веков стало распространение огнестрельного оружия и соответствующей тактики ведения боя. Вооружение и тактика крымских татар весьма точно соответствовали военно-политической стратегии Крымского ханства, ориентированной не на присоединение и удержание, а на ограбление соседних территорий. Важнейшим источником дохода крымских татар 16-17 веков была военная добыча, захватываемая в результате набегов на земли соседних оседло-земледельческих государств. Даже во время больших походов с заявленными политическими целями ключевым критерием оценки удачности военного предприятия служило количество приобретенных трофеев, материальных ценностей, пленных, скота. Задача удержать за собой разоряемые земли собственными силами, как правило, не ставилась. Политика и экономическая стратегия Крыма оказывала прямое воздействие на стратегию военную. Основой боевых действий крымских войск являлись быстрые рейды вглубь территории противника. Татарские военачальники стремились избегать генеральных сражений и длительных осад хорошо укрепленных крепостей. Вражеские армии крымцы старались бить по частям, широко применяя глубокие и скрытные обходные маневры. Нанеся серию стремительных ударов и разграбив окрестности, татарские отряды отходили в степь, где настигнуть их силами тяжелой кавалерии европейского образца было практически невозможно. При реализации подобной стратегии большинство оперативных тактических задач решалось силами легкой стрелковой конницы. Как показали военные кампании 16-го, первой половины 17 веков, обновленная крымско-татарская армия оказалась исключительно опасным противником для войск Московского государства, а также Великого княжества Литовского, Польского государства, позднее Речи Посполитой, Австрийской империи, Венгрии и других государств. Однако в будущем встроенность крымско-татарского военного искусства в военно-политические реалии Восточной Европы сыграла с ордынцами злую шутку. Когда из восточных степей во владение Большой Ногайской Орды и Крымского ханства хлынули племена монголоязычных айратов, калмыков, это чуть было не закончилось для тюркских номадов региона военной катастрофой. Айратская конница не уступала ордынцам в скорости, а за счет массового применения длиннодревкового оружия и доспехов значительно превосходила их в ближнем бою. В результате Большая Ногайская Орда пала под ударами копейных и куяшных калмыков, а крымским ханам пришлось предпринимать экстраординарные меры, чтобы остановить дальнейшее продвижение айратов на запад. Друзья, обязательно ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на наш канал и комментируйте. Обязательно оставляйте свои комментарии под этим видео. Мы продолжим наш разговор в будущих сериях о вооружении татарских воинов 16-17 веков. А пока, ассаламу алейкум, сау балагас и до новых встреч. Пока.